通过业务驱动的方式来进行顶层的规划。当顶层规划设计完成之后，最后的城市智能建设提供最坚强的底座。其二是大数据，由于城市的建设会产生大量的数据，那么城市的感、传、知、用等全要素的覆盖与服务等多能。那么刚刚我们提到，我们已经简单的介绍了华为对智慧城市的见解。Потребление ресурсов приводит к город. В будущем город будет представлять из себя не столько место с набором различных функций, сколько умный живой организм, с помощью которого мы сможем приложить усилия для создания завершенной цифровой системы интеграции в основные элементы города для его бесперебойного функционирования, гармоничного развития и саморазвития. 情况我们有目共睹，深圳作为世界上邀请我们出席今天的座谈交流。 Данный семинар, организованный Международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, имеет большое значение укрепления двусторонних взаимоотношений наших двух стран. 因为在我们国家在比尔德穆哈维多夫总统的领导下，土库曼高度重视提升人民生活水平，增进民生福祉。 В этой сфере И в январе следующего года мы также будем отмечать получит еще больше развития и послужит во благо двух стран и народов наших стран. Друзья, меня зовут Иму из Чеченского кадрового института Красной Лодки. Сегодня вам расскажу о духе Красной Лодки в период больших перемен. С вами. Давайте посмотрим на эту лодку, которая находится на озере Нанху, провинции Чечен. Название его «Красная лодка». 21 июня 2001 года газета «Коминжипал» опубликовала статью Си Цзиньпина. Он был секретарем парткома провинции. Тема статьи «Развивать дух Красной лодки. Иди в авангарде эпохи». Си рассказал историческое, практическое значение духа Красной лодки, обобщая его как творческий дух, творение мира и смелости в новом теле, дух борьбы, приверженности идеалам, стойкости, дух преданности создания партии на